Я училась в Московской школе фотографии имени Родченко. Рисовала я с детства. Как мне кажется, очень многие дети ходили в художественную школу. После этого брала какие-то дополнительные вечерние курсы во время обучения на дневном отделении педагогическом. Как-то поняла, что я хочу заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, только, наверное, на втором курсе Родченко. На просмотре видеоработ, когда я такой человек просто, который не особенно понимал, наверное, правильно сказать, что ему нужно. И постоянно находилась в ситуации того, что я не знаю, надо мне это или не надо, хочу я этим заниматься или не хочу и так далее. То есть вроде как все могу, все делаю, но какого-то четкого убеждения, что я хочу именно это, у меня нет. Вот. А после одного из просмотров, который для меня был совершенно невероятно разгромным, некоторые преподаватели вышли из аудитории, потом очень сильно меня ругались и так далее. Вот. Именно в этот момент какого-то диалога вместе с ними, или даже, наверное, это не диалог, это был скорее их монолог, а моя внутренняя реакция на то, что они говорили, я поняла, что во мне появилась, знаете, какая-то здоровая злость, что ли, я не знаю, какая-то реакция на то, что они говорили, и я внутренне поняла, что я хочу, вне зависимости от того, что мне говорят, этим заниматься. После того, как я пошла в школу Родченко, для меня не стало разделение традиционное и современное искусство, а для меня стало принцип. Искусство появилось. Когда, безусловно, задумываешься о том, что это современное искусство, потому что ты все время соприкасаешься с ним. Соприкасаешься не только с современным искусством, но и с традиционным, например, искусством, или с какими-то работами, которые тебе нравятся или не нравятся, чисто даже субъективные, поэтому у тебя всегда возникает вопрос какого-то критерия оценки или понимания вообще, в какой сфере ты работаешь, в какой сфере ты существуешь, на какой территории. Поэтому, безусловно, этот вопрос стоит на самом деле постоянно, возникает постоянно. Ну, как-то страшно мне вот так вот взять и сейчас в одном предложении что-то такое сформулировать. Ну и в принципе невозможно же не работать. Ты все время работаешь. Просто мы все находимся на разных каких-то этапах уровня, и поэтому кто-то переходит от молодого художника к немолодому раньше, кто-то позже, а кто-то он сразу художник без вот этой приставки. Мы еще застали тот момент, когда можно себя назначить кем-то или чем-то, что, в принципе, хорошо, поэтому легче. Но после этого назначения нужно усилие для того, чтобы, собственно говоря, держаться на этих каких-то позициях, которые ты себя обозначаешь. Мой круг общения частично совпадает с профессиональным, но самые близкие хотим пополам, солидарность. Но она, безусловно, есть, и она, наверное, даже не слово не про поколение, а это слово про давление. Если существует какое-то давление, или возникает какое-то давление, то тут же организуется солидарность. Мне кажется. В общем, солидарность, кажется, это реакция, в общем, мне кажется. Сейчас, по-моему, все устроились вполне себе нормально. И если на что-то реагируют, то все равно достаточно мелкие, на мой взгляд, прецеденты. Я
приехала в Москву в 2007, по-моему, после окончания как раз института. Но я по-прежнему не знала, чего я хочу. И как-то подумала, что, может быть, я могу здесь не знать, чего я хочу. У меня просто здесь была сестра, поэтому я переехала сюда, устроилась на работу. И сразу поняла, чего я не хочу. И после этого, мне кажется, стало легче выбирать. Я же ездила в Москву с самого детства, потому что у нас здесь живут родственники, и каждое лето я приезжала в Москву там, с 7 лет к родственникам на дачу. 3 месяца проводила в Москве и на даче, а потом возвращалась опять в Петербург. Вот, поэтому мне сложно так сказать какое-то недавнее, ну не недавнее, когда я переехала, впечатление, которое сложилось, когда я переехала, более-менее особенное было. Когда я приезжала в Москву, но самое яркое в детстве, я помню, что это было кафе «Шоколадница», и это кафе «Шоколадница», а вот какое-то другое кафе «Шоколадница», и все было из шоколада. Так хотелось туда попасть, и мы туда пошли, а это оказалось так невкусно, потому что все из шоколада это отвратительно. Ну, как-то там все из шоколада, блинчики, суп, ну все. Вот. Помню это, я еще помню про... У меня все с едой связано. Еще я помню, у нас семья такая в Петербурге, как и все, наверное, не очень богатая. А вот у Даши, у моей дедушка, ее любил баловать здесь. И я помню, когда мы приезжали в Москву, нас всегда встречал и дедушка ее на Волге вместе с Дашей, потому что он генерал на Волге. И мы садились, значит, в эту Волгу и ехали в Макдональдс. Тогда первый год открылся Макдональдс, и ели. И это было много. Ну, то есть я сейчас так не ем, как мы с Дашей ели. В 6-7 лет в Макдональдсе. Вот, я помню такие эпизоды про Москву. Помню еще чипсы Принглс. Тоже как-то приезжали в Москву, и вот дедушка нас после Макдональдса заводил еще чипсы в себя. Я помню, в 7 лет, по-моему, мы приехали в Москву, решили в Москве провести день рождения. Ну, то есть не на даче, а именно как бы в самом городе. И пошли мы в парк Горького. И там же это, как праздник называется, у нас голубые береты. Вот, ВДВ праздник, он же тоже 2 числа, и тоже в парке Горького. И я вот помню, когда я захожу в такие с окрыленными глазами в этот парк Горького, и на меня вот обрушивается вся экзистенциальность момента. Вот это я помню хорошо, да. Удивил меня тогда этот праздник. Я такая спокойная, не быстрая. Вот, в общем. И когда я жила в Ленинграде, он тоже такой. Нейродепрессивно спокойный и не быстрый. Поэтому наше взаимодействие с городом было крайне деструктивным. А здесь город имеет такую энергетику, которая, в принципе, тебе не нужно заставлять себя что-то делать. Вот ты встал, и сама вот эта энергетика города, она тебе дает волшебный пинок, и ты как бы тебе не нужно дополнительно тратить усилия на то, чтобы что-то сделать. Мне здесь просто проще с моим характером, с моим темпом взаимодействия с реальностью, здесь проще. Но, в принципе, я никогда не жила в каком-то нешумном городе. Петербург, конечно, потише, но тоже достаточно громкий. От города, мне кажется, устают все.
время от времени. Мне повезло, да, у меня вот сестра переехала жить. Я очень длительное время жила в Путово здесь, как раз у тети, у сестры. И мне кажется, вот я переехала, решила сначала, что я буду снимать, потом передумала, потому что как-то это все было крайне накладно. А потом, в общем, я в итоге осталась на 7 лет у моих прекрасных родственников, которые не имеют терпения. Вот, да. И они недавно переехали из квартиры Путова в дом рядом с Путовым. Теперь, да, теперь я к ним езжу на дачу. Очень мне нравится. Но там такая тишина. Я сплю, беру шубу, потому что мне слишком тихо. Именно такое, знаете, бывает, когда давит на уши. Там, когда в доме самом. На улице нет, конечно, но мне в Москве не так уж и сложно, поэтому я не знаю. Ну, то есть я, конечно, могу делать какие-то, да, ну, не догадки, да, совершенно очевидные вещи говорить, но если говорить по мне не сложно. Москва — город, который помогает. Безусловно, для меня. Безусловно, нужны моменты уезжать из Москвы для того, чтобы, например, подумать, для того, чтобы найти какой-то еще материал. Ну, очень много вариантов отдохнуть. Но мне Москва в моей профессиональной деятельности, безусловно, помогает. Она мне стимулирует. Вдохновляет — это неправильное слово в моей ситуации, но для меня она прям такой стимулятор хороший. Со своими дедлайнами, какими-то напряжениями, которые, в принципе, подстегивают.